Haydi. Вон. Шли. Иду на рыбалку, ребята, сегодня я. Иду вот к этому острову. Третья попытка за всю зиму. Третий раз хочу попробовать что-то поймать здесь. Ни разу еще в этом году здесь никто не попадался. Безоблачная, ясная погода. Держит наст, хороший наст уже. И вот тут вода поднимается, как я вижу. Вода. Какое число уже не помню. Сейчас время, наверное, 6:30. 6:30. Примерно так говорю. Вода почему-то поднимается тут. Вон кто-то провалился, даже вон следы. И он туда пошел и провалился. Но тут не глубоко, буквально там от силы 20 сантиметров, 30. Но все равно неприятно, когда ты куда-то пошел и плюхнулся в воду. Небольшой карьер такой тут получился даже. Тут и без нас рыбачили, смотрите, сколько. Ходили, бродили. Видно, что рыбачили кругом лунки. Вон лунки. Там тоже старые лунки. Наша бураница вон туда идет. Ладно, сейчас буду пробовать порыбачить. Где-то там встану. Тулана не взял. Залетчик пусть дома сидит. Без него сегодня будем рыбачить. Вот где-то, наверное, вот тут остановлюсь. Пробную лунку вот здесь сделаю. Вот мое первое рыболовное место. Просверлил 2 лунки для прикормки, для пробной удочки. Посидел минут 25. Ни одной поклевки, ребята, не было. И я решил, сейчас маст вроде как держит. И мы сходим на то место, где я обычно рыбачу. Если получится по мосту идти. Тут-то хорошо. Нормально держит. По льду можно на буране сейчас бегать. Тут тоже следы. Пешком кто-то ходил. После болезни у меня первый выход, можно считать, первый выход в лес. Небольшой поход такой у меня получается, спонтанный даже, спонтанная рыбалка. Недалеко от деревни вышел, решил даже выше подняться. И знаете, наверное, точно тайга лечит человека, помогает организму. Сейчас, я болел
горло у меня болело. И вот сейчас я иду, потею и отхаркиваюсь, как у курильщика, заядлого курильщика. У меня все выходит там. Отхаркиваюсь. Фу. Я не знаю, как это, мокрота или что там по-русски-то, кашель, мокрота. Как тряпка из горла, блин. Такие куски вылетают изо рта, когда отхаркиваюсь. Вот. Так что, действительно, если нет такой температуры, наверное, лучше ходить по тайге, потеть. Ну, потихоньку восстанавливаемся. Сейчас с утра сходим по этой буранице моей старой. Без лыж, без ничего. Я сейчас иду и думаю, синицы. И думаю, где-то часа 2 еще этот нас будет держать. Так что у нас рыбалка еще. Ну, примерно часа 2 посидим и обратно пойдем. Но сегодня безоблачно и не такая хорошая погода для рыбалки. Не люблю такую погоду на Ельца ходить, потому что сколько раз не ходил, мало когда что ловилось. Ельцо надо в пургу в метель ловить, снегопад. Вот такие делишки. Ну, с деревьев все выпало уже, снега вообще на деревьях нету. Весна как-никак. Вон красотень-то какой. Сейчас запах тайги скоро будем чувствовать. Весной все будет цвести. Аллергия, все это будет в тайге. Ну ладно. Осталось-то уже где-то с полкилометра. Вот, вроде как дошли. Тут перетоптано уже, блин. Как всегда. Здесь, блядь. Ну, готовая ломка практически. Тут, наверное, буду рыбачить. Здесь и буду рыбачить, в принципе. Своя отметка, свое зимнее место, где я рыбачу обычно. Понимаю, если куда-то на другое место, на чужое стою. А я вот стану на свое, именно на свое место. Раньше, в начале зимы, там рыбачил, там палка. Сейчас последняя палка, я вот здесь я отмечал. И тут, ну вот скажешь народу, вот где, сколько поймал, все, начнут, блин, под ногами сидеть. И тут, видно, рыбачил тоже кто-то. Где лункой. Ну да ладно. Попробую тут. Если не получится, будем возвращаться. Минут 40 уже, ребята, я сижу. Бесполезно сидеть, я думаю, сегодня. Такой ясный день. Ни одной поклевки. Ну, этот доночная снасть как-то кивок не вниз отпускалась, а так в сторону, так поддернулась и все. А от чего я даже и не понял. Ничего, нигде ничего не клюет. Рыба здесь, возле меня. Туда-сюда бегала что-то. Вот такие делишки. Сегодняшняя рыбалка не ахти.
Давайте сходим. Знаете, пока нас держит на устье озера. Давайте сходим. Посмотрим. И сейчас вот не послышал, не, как сказать, я слышал, там вдали, там большое болото есть, и журавли кричали. Но очень далеко, по крикам слышно было, что они были очень далеко. Возможно, уже журавли подтягиваются. Там кряквы и все остальное. Вот тут все открыто уже, как и говорил, полностью. Всю зиму он не закрывается. Только минус 40, наверное. Чуть-чуть такой лед образуется еще. Прошлую рыбалку Тулан где-то, наверное, вот тут он перешел, весь грязный пришел. Он там следы тоже. И вон там выходит. Большое озеро там. Прогуляюсь. Все равно не клюет сегодня, я думаю, не будет клевать. Знал бы, что в ясную погоду не клюет, но нет, все равно, блин, почему-то пошел. Смотрите, как сейчас держит наст. Сейчас можно уже ходить, ездить по насту. Вот старый мост, о чем я говорил тоже не раз уже. Спилено все. Ой, пальцы. Тут не глубоко, в принципе. И здесь какая-то перегородка вроде как стоит. Но на эту тему я ничего не говорить не буду. Это кто делает такие перегородки, пусть сам разбирается. Так, ну что, нафиг эту рыбалку, да я лучше погуляю. Лучше погуляю. Когда были подростками мы, школьниками, с весны до осени мы отсюда не вылазили. Все время рыбачили тут. А? Айда. Держит лед. Так, он так зигзагом идет. Вся деревня тут рыбачит. Рыбачила раньше. Там вообще открыто местами. Ай, да куда-то побежал он туда.
На лодке, в принципе, и летом сюда заезжают, ну, на веслах. Так-то не глубоко, но на веслах можно. Тут где-то поворот должен быть. А, блин. Кружок сделаю, потому что непонятно, открыто, не открыто там. Блекнешься и... Ну вот, там уже озеро начинается. Вот здесь такой поворот, устье этого озера. Здесь самое, как сказать, узкое место, а там уже начинается ширда гладь. Ну, одно видео было у меня с Никитой, мы окушков таких пару штук поймали на этом озере. Там большие, широкие места. И озеро где-то километра 2, наверное. Тягун такой. Повороты. Очень много, богатое озеро было рыбой, но сейчас я не знаю почему, но рыбы не осталось. Именно не от рыбаков, а вот почему-то резко все исчезло. Наверное, отравили все так, как я думаю. Другого варианта просто нету. Всю жизнь тут рыбачили, вся Нившара рыбачила, и одним разом все исчезло. Ну, остались там немножко. Плотва там, ну, язи, плотва, окунь, щука. Вся рыба тут водится. Но количество, конечно, очень мало их осталось. Нет, я схожу с ума, ребята. Я просто схожу с ума. Мне вот хочется вот лес. Хочется в лес, я не знаю, что делать. Хочется бродить. Вот смотрите, прям шикарный нас сегодня у нас. О, блин, как же хорошо сейчас. Вот иду, вспоминаю детство свое тоже. Сосну увидел, и по насту мы ходили, делали костер возле деревьев, там смолу гнали, там еще какие-то фантазии, куча всего фантазий было раньше. Так, ну вот тут видим, тут уже чуть-чуть снег другой, снег уже тут видно не держит. Ладно, обратно там пойдем. Я, наверное, сейчас буду возвращаться и, ну, еще посижу где-то полчаса, и если не будет клевать, я пойду домой обратно. Потому что толка от этой рыбалки я не вижу. Елец в течение 20 минут, если ловится, в течение 20 минут ты уже поймаешь 1, 2, 10 штук, но все равно первые поклевки в течение 20 минут уже 100% идут. Не люблю вот по одной месте тоже ходить. Хочется какой-нибудь, хоть небольшой, но круг сделать. Но без лыж местами снег не держит. Да. Отдышка, блин, все еще идет. Шишек-то сколько, но на экшн камеру, конечно, не запечатлить. Но эта елка богата шишками. Очень много шишек. Сейчас он будет раскрываться, и семена будут идти на землю, и косачи, тетерки, рябчики, все этим будут кормиться. Очень много шишек у елки. Очень хорошо. Так, ну ладно, здесь, наверное, чуть кружок такой сделаю небольшой. Как же я вас, городских, понимаю, кому хочется просто отдохнуть в лесу, побыть в тайге. Я, если в город съезжу на денек, я
от города так устаю. Мне кислорода там не хватает, честно говорю вам. И в селах развлечений практически нету, но ради этого я и живу, что частенько выхожу в лес. Просто вот, хоть неудачная рыбалка, хоть неудачная охота у меня бывает, но я отдыхаю. Отдыхаю всем телом, душой. Я не философ, но так получается, прям слова выходят автоматом. Вот я стою. Вот я стою, вот такой маст. Не хочу даже слова произнести про дальнейшие походы. Ничего я говорить не буду заранее. Просто миг все меняется. За один миг. Воздержусь. В общем, следите за обновлением. Вот такие дела. Вот дорога тоже. Дорога. Там мы где проходили. Еще десяток лет и ничего не останется. Все зарастет. Большая коряга, оказывается, была. Я думал, шалаш тут стоит. Что за какие-то следы интересные. Крупные. А? Да. Дерево такое большое. Так. Один на рыбалке сегодня. Никого нету. Обычно там тоже рыбачат, на повороте рыбачат. Как чувствую, что клёва нету. И я тоже, блин. Ну, просто хочется уже посидеть. Посидеть, побродить. Надоело уже. Сколько? Там, дней 10 уже, наверное, не выходил в лес. А? Удочки нам. О, клюет, ребята, клюет. Вон он, уйди. Вон он, рыба-то. Дождались. Так. Уеду. Пока бродили. Ух, проглотил-то как. Вот такие делишки, ребят. Первый елец. Проглотил конкретно. Вон. Даже не видно. Все, значит, посидим еще где-то полчаса. Хоть какой-то улов, но какая-то надежда может будет еще. После того, как поймал эту первую и единственную рыбу, просидел, и сейчас начинается, ну, в общем, поднимается ветер, не хочется на ветру тут сидеть мне, да и вообще ни одной поклевки пока не было. Полный штиль сегодня, полный штиль, и думаю, надо сматывать удочки и идти домой. Да я даже вообще не думал, что одна рыба попадет. Такой день, солнечный, ясный день, елец не берет, однозначно.
Сейчас Айда облаяла. Он там по опушке леса, возле леса тайги. Там прошел какой-то человек на лыжах, наверное, просто гуляет. С кистовкой, я думаю, мужик. Любят ходить на лыжах сейчас пенсионеры. Многие, я вижу, всю зиму ходят, не ленятся. И опять вот здесь, наверное, на поворот рыбачка пришла. Это, думаю, она. Но я уже сидеть больше не буду. Я сейчас соберу вещи и... Ну да, она, наверное. Сейчас еще по пути схожу к ней. Что-то поздно она пришла. Вот так. Ладно, собираемся. Сматываем удочки. Прикормку не забыть. Все это дело хозяйства. И все тут. Все тут. Шо. Не клюет, так не клюет. Как-нибудь другой раз. Сегодня возле островка хотел посидеть. Другой раз термос возьму. Палатку. Вроде и солнце греет, но все равно прохладно. Так что палатку надо брать. Ну, начало шуметь, блин. Ну да, они там. Сейчас сходим. Все уже убрано у меня. Опа, вот такой лес попался, ребят, сегодня. Я, наверное, отдам Айде. Не знаю, съест, нет. В принципе, она любит. Но, как и коты, даже с головы они кушают рыбу. Ну, с удовольствием съела. Вот так. Вкусная рыба, наверное, оказалась. Так, ладненько, пойдем. Пойдем домой. Ну вот, дошли до нашей будки, ребят. Тут у меня палатка и всякого разного хлама. Здесь еще ящик оставлю. Еще, думаю, будет, может, рыбалка, а ледобур с собой возьму домой. Вот так. Фух. Ну что, добавлять уже нечего. Все, видели, какая рыбалка у меня сегодня была. Без клёвья, ясная погода. Ветер, думаю, юго-западный. Ходили с Айдой. Все, всем пока и удачи.